Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Сирийские повстанцы просят у Запада зенитные ракеты. Армия Асада наступает при полном господстве российской авиации в небе над Сирией. Мы благодарим президента Путина и российское руководство. Пока исламистские радикалы взрывают, в Таджикистане бережно хранят. Самый большой в мире Будда в Нирване впервые за многие годы предстал перед телекамерами настоящего времени. Для нового музея сделали точную копию, а вот оригинал останется здесь навсегда. Доклады по сбитому Боингу MH17. Нидерланды опубликовали свою версию, Россия свою. Виновные так и не названы. Почему же не пособирали все, что оставалось? А ну как кучи эти лежали, сколько они валялись? Казахский фильм «Жат» Ермека Турсунова в лонг-листе «Оскара». Культовый казахстанский режиссер о кино и не только. Этому народу ничего не надо, оказывается. Российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Дипломаты не пострадали. На территории посольства взорвались 2 мины. Обстрел начался, когда недалеко от посольства происходил митинг, организованный сирийскими властями в поддержку Башара Асада и Владимира Путина. Момент минометной атаки зафиксировал оператор телеканала Russia Today, который снимал демонстрацию. Вы видите эти кадры. По словам очевидцев, там также взорвались несколько мин, есть раненые. Сирийские повстанцы, сражающиеся против режима президента страны Башара Асада, обратились к Соединенным Штатам и их союзникам с просьбой предоставить им переносные зенитные комплексы. Причина – массированные бомбардировки их позиций российской авиации. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс». Она сообщает, что просьба о военной помощи была передана 10 дней назад через офицеров связи союзников, которые работают в оперативном центре в Турции. Пока Соединенные Штаты не спешат с ответом. Отряды армии правительства Сирии начали наступление сразу в нескольких провинциях на позиции противников Асада. Сирийская армия наступает при беспрецедентной поддержке с воздуха. Эти районы российская авиация накануне буквально сравняла с землей. Российские ВВС также поддерживают наступление штурмовыми самолетами и вертолетами. В основном удары сейчас наносятся по коммуникациям сирийских повстанцев. Поддержка с неба вызывает настоящее воодушевление у солдат и офицеров Асада. Мы, армия Сирии, мы сейчас повсюду, в долинах, в горах, в море и в воздухе, вместе с силами, которые помогают нам. Мы благодарим народ России, которому угрожают так же, как народу Сирии. И мы благодарим президента Путина и российское руководство за помощь сирийскому народу и сирийской армии. Сколько стоит российская военная операция в Сирии? Этим вопросом задались сразу несколько изданий и провели примерную оценку расходов Минобороны. Военные обозреватели BBC и «Коммерсант. Деньги» сошлись во мнении, что расходы на операцию в Сирии составят около 1 миллиарда евро в год. Основные траты на операцию, рассказывают издания, связаны с обеспечением поставок топлива и вооружений для авиационной техники и поддержания ее в рабочем состоянии. В «Новой газете» считают, что военные действия в Сирии обходятся России в несколько сотен тысяч долларов ежедневно. Но эти цифры могут существенно вырасти, если помимо вылетов Россия начнет и сухопутные операции. Напомним, в Сирию переброшено более 50 российских самолетов и вертолетов, а военный контингент в регионе составляет 1500-2000 человек. Военный обозреватель Александр Гольц, в свою очередь, считает, что цифры, которые сейчас называют издания, очень приблизительны. К примеру, мы не знаем, сколько платит Министерство обороны за конкретные виды боеприпасов. Мы не знаем, сколько платит Министерство обороны за конкретные виды топлива авиационного. Мы не знаем, во что оценивает Министерство обороны транспортные расходы. Поэтому, на мой взгляд, все попытки оценить эту операцию с финансовой точки зрения носят сугубо умозрительный характер. Активные действия России в небе и у берегов Сирии уже заставили США пересмотреть свою военно-морскую доктрину. В ближайшее время Америка собирается создать новый авианосный фронт в Средиземном море. Все программы по строительству авианосцев будут ускорены. Репортаж наших коллег из «Голоса Америки». Атомные авианосцы ВМС США давно стали неотъемлемым элементом структуры мирового порядка.
По словам депутата Палаты представителей Конгресса США Рэнди Форбса, возглавляющего подкомитет по военно-морским силам, по таким показателям, как универсальность, мобильность и способность менять дислокацию на больших пространствах, авианосцам нет равных. Соединенные Штаты закончили Вторую мировую войну, располагая флотом из более чем 70 авианосных кораблей. В настоящий момент на вооружении американского флота состоят 10 суперавианосцев водоизмещением более 60 тысяч тонн. Правда, у всех остальных государств мира вместе взятых кораблей такого типа в 2 раза меньше. Уж слишком дорогостоящим предприятием является дизайн, эксплуатация и обеспечение такой военной махины, как атомный авианосец. Американцы – люди практичные, даже в том, что касается ведения войны. По меткому выражению Брайана Макграта, военного эксперта из Гудзоновского института, в войне, которую Америке тяжело и дорого вести, но ни в коем случае нельзя проиграть, авианосцы становятся незаменимыми. Вот почему Макграт и несколько его коллег провели исследование целей и задач авианосного флота в 21 веке, по результатам которого написали целый трактат. Их вывод – боевые авианосные группы ВМС США нужно не только развивать, но и требуется повысить их численность хотя бы до 16. Такое заключение было сделано на том основании, что раньше американскому флоту было достаточно, чтобы авианосцы дислоцировались в Индийском и Тихом океанах. Однако ядерная угроза со стороны Ирана и военные конфликты, разгоревшиеся в Украине, Ираке и Сирии, сделали необходимым открытие еще одного морского фронта. Соединенным Штатам необходим третий центр дислоцирования боевых авианосных групп в Средиземном море. Понимание этого должно стать базовым элементом морской стратегии США. Эта стратегия постоянно меняется, и сегодня ее суть заключается в том, чтобы обеспечить наше военное присутствие там, где это необходимо. Не только как элемент сдерживания, но и как наличие сил, способных вести военные действия. Однако нашего присутствия в Средиземноморье на сегодня нет. Но именно этот регион становится местом, откуда возникают угрозы для интересов США и НАТО. До сих пор авианосцы активно использовались в США именно потому, что во многих случаях они обходятся дешевле, чем мобилизация и переброска многочисленных сухопутных армий и военно-воздушных сил. Авианосец в боевом походе сопровождает так называемая боевая группа кораблей, обеспечивающих разведку, снабжение и защиту. Поэтому каждая из них становится самостоятельным мини-флотом, способным вести масштабную военную операцию в любой точке Мирового океана. Базирующиеся на авианосцах самолеты и вертолеты способны преодолевать гигантские расстояния и обрушивать на противника многие тонны боеприпасов. При этом суперавианосец класса «Нимец», они составляют основу авианосного флота США, может нести на борту до 90 самолетов и вертолетов. Весной следующего года должен быть принят на службу суперавианосец нового типа «Джеральд Форд». Он станет 11-м авианосцем американского флота и сменит отслуживший полвека знаменитый «Энтерпрайз», который был отправлен в отставку 3 года назад. Если в дискуссии на капиталистском холме победят те, кто выступает за американский флот без авианосцев, то их боевые задачи придется распределять между самыми различными видами вооруженных сил, от подлодок до космических систем. Но в этом случае, говорят авторы исследования, экономия средств окажется относительной, а вот потеря военного потенциала может быть невосполнимой. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Иранское агентство ИРНА со ссылкой на свои источники сообщило о гибели одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство», выходца из Грузии Тархана Батирашвили, более известного как Умар аш-Шишани. По данным агентства, он якобы погиб в результате авианалета иракских ВВС на колонну ИГИЛ в западно-иракской провинции Анбар. История уроженца Панкиси, от сержанта грузинской армии до одного из идеологов исламского государства, в материале Зурабы Двали. В судьбе этого человека много интересных деталей. Тархан хоть и вырос в Панкиси, но кистинец он лишь наполовину. Отец у него грузин. В детстве был крещен, в 2007 году был призван в грузинскую армию. В августе 2008 года воевал. Мечтал стать офицером. Но был уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья. Вскоре получил 2 года за незаконное хранение оружия. В тюрьме сменил религию. Выйдя на свободу, уехал на заработки в Турцию. Родной дом в Панкиси, скромный даже по местным меркам. Он не был никогда верующим. Сейчас он говорит, что ради веры там, но я-то знаю, причиной всему было отсутствие денег в семье. Через некоторое время имя Батирашвили неожиданно всплывает уже в Сирии, где 28-летний бывший грузинский военнослужащий становится во главе группировки «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ассар». В ее составе боевики Имарата Кавказ, а также выходцы из России, Украины, Крыма и стран СНГ. Вслед за Батирашвили в Сирию потянулись и его земляки. Он считается кумиром местной молодежи Панкисского ущелья, естественно.
Ну и у него оказались выдающиеся, так сказать, таланты руководить военными соединениями исламского халифата. С мая 2013 года Умару аш-Шишани доверили военное руководство группировкой исламистов ИГИЛ, воюющих в северном секторе Сирии. Его имя не сходит с первых полос газет. США объявила за его голову награду. После вступления России в войну в Сирии в Тбилиси заговорили и о рисках для самой Грузии. Ведь в рядах исламского государства помимо него воюют еще десятки грузинских граждан. Не исключено, что Россия может использовать тему Бадхирашвили и исламского государства для пропаганды и дискредитации Грузии, учитывая фактор Панкисси. И тут один выход для страны – заявить о всестороннем осуждении деятельности ИГИЛ. Только за минувший год о смерти Тархана Бадхирашвили сообщалось 5 раз. Ни одна из этих информаций не подтвердилась. Источники в Панкисси, имеющие с ним связь, утверждают, что и на этот раз Умару аш-Шишани удалось избежать смерти. Зураб Двали Гогачкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». На фоне поступающих сообщений о разрушении исламистами культурных наследий, Таджикистан бережно хранит артефакты буддизма. В Душанбе находится крупнейшая в мире глиняная статуя Будды в Нирване. Нашей съемочной группе впервые за несколько лет разрешили ее видеосъемку. Китайцы, корейцы, японцы, буддисты со всего мира постоянно приезжают к нам, чтобы увидеть этого Будду в Нирване. Это целое паломничество. Они здесь молятся, возлагают цветы. Мы им не мешаем. Будда в Душанбе привлекает тысячи туристов и паломников ежегодно. Это самая большая статуя Будды, находящегося в Нирване в мире. Ее длина составляет 14 метров, и она была создана аж 1600 лет назад. Столичный музей древностей стал знаменит именно благодаря ней. Будда сегодня одна из главных достопримечательностей страны. Мне действительно понравился тур по музею, но самый потрясающий артефакт – Будда. Атмосфера статуи впечатляет. Я вообще очень рада, что мне удалось его увидеть. О его существовании мне рассказали мои коллеги, которые меня пригласили в Душанбе. И я очень рада, что у республики и у людей, которые работают здесь в музее, есть силы, воля на то, чтобы такие потрясающие экспонаты сохранять. Главному экспонату даже выделили почетное место – самый большой зал целиком. Это потрясающая находка. Она говорит о том, что на нашей территории было немало исповедующих буддизм. Меры безопасности очень серьезные, запрещена фото- и видеосъемка, которая, по словам археологов, плохо влияет на экспонат. Съемочная группа «Настоящего времени» первые за несколько лет, кому разрешили снимать здесь официально. С момента установки в этом зале в 2010 году статую ни разу не передвигали, чтобы не повредить. Несколько лет назад в Таджикистане был построен новый большой национальный музей, и Будду хотели перенести туда, но археологи и специалисты не разрешили этого делать. Дело в том, что статуя выполнена из глины, она очень хрупкая, поэтому для нового музея сделали точную копию, а вот оригинал останется здесь навсегда. Будда был найден на юге Таджикистана советскими археологами еще в 60-е годы прошлого века в заброшенном храме, а реставрирован в 1997-м. Место находки жители ближайших сел до сих пор называют Аджина-Тепа – холм джиннов. Всего было найдено 600 артефактов и различных обломков статуй Будды. Они сегодня распределены по разным музеям страны. Здесь видно, что части статуи отличаются друг от друга. Дело в том, что сохранилась только нижняя часть и часть головы, а вот середина туловища была восстановлена заново. Дело в том, что в 8 веке нашей эры, когда в Среднюю Азию пришел ислам, разрушались все буддийские храмы и монастыри, и поэтому была разрушена и эта часть, но ее восстановили максимально близко к оригиналу. Более 97% населения Таджикистана сегодня составляют мусульмане, и по словам руководства музея, бережное отношение к артефактам и древним предметам культа до исламской эпохи говорит о терпимости и уважении к другой вере и демонстрирует истинное лицо мусульманина. Особенно это актуально сегодня, когда на Ближнем Востоке идет уничтожение артефактов, имеющих мировое значение. Анушервон Арипов, Насим Исамов. В настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Доклады по сбитому Боингу MH17. Нидерланды опубликовали свою версию, Россия свою. Виновные так и не названы. Почему же не пособирали все, что оставалось? А ну как кучи эти лежали, сколько они валялись?
Казахский фильм «Жат» Ермека Турсунова в лонг-листе «Оскара». Культовый казахстанский режиссер о кино и не только. Этому народу ничего не надо, оказывается. Сегодня опубликованы сразу два доклада по сбитому над Донбассом Боингу. Первыми доклад Совета безопасности Нидерландов увидели родственники погибших. Им рассказали о всех деталях расследования за несколько часов до начала пресс-конференции. Сказали, что это была ракета «Бук», сделанная в России. Это было ясно обозначено, и что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство. И еще что пассажиры ничего не поняли и не почувствовали. Эксперты из Нидерландов воссоздали Боинг из обломков фюзеляжа, собранных на месте крушения. Следствие установило, малазийский лайнер был сбит ракетой «Бук», пущенной с востока Украины. Эксперты говорят, что MH17 был лишь одним из 160 рейсов в этой зоне 17 июля 2014 года. Воздушное пространство над зоной конфликта должно было быть закрыто, но ни украинские власти, ни воздушные операторы не смогли верно оценить риски полетов. Государство несет ответственность за то, насколько его воздушное пространство безопасно для полетов. В течение месяца перед катастрофой по меньшей мере 16 военных самолетов и вертолетов были сбиты над востоком Украины. Украинские власти об этом знали. Они говорили, что иногда использовалось вооружение, которое могло достичь высоты, на которой летят пассажирские самолеты. Но, несмотря на это, Украина не закрыла свое воздушное пространство. Параллельно с докладом Совета безопасности Нидерландов свою версию реконструкции событий представил производитель зенитно-ракетных комплексов «Бук» российский концерн «Алмаз-Антей». Руководство попавшего под санкции Евросоюза предприятия провело свой эксперимент, в ходе которого два списанных самолета были поражены ракетами «Бук» на полигоне. В «Алмаз-Антее» пытаются таким образом доказать, что лайнер сбили при помощи ракеты, отсутствующей на вооружении России. Впрочем, выводы расследования концерна ставятся международными экспертами под сомнение. Результаты эксперимента полностью опровергли выводы голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. В селе Грабово, где упали обломки малазийского «Боинга», до сих пор остаются следы трагедии. Наши корреспонденты поговорили с местными жителями. Поля, где упали обломки самолета, больше года прочесывали представители миссии MH17 Recovery. Помогали им местные жители и спасатели. Детали «Боинга» до сих пор находят в земле. Да ну как кучи эти лежали, сколько они валялись, до сих пор люди сносят. Правда, организовывали ж поиски. Мой сын вот работал на шахте на «Прогрессе». Они бригадами ходили, прочесывали все. Ну, сразу же все и невозможно. Но они же не позабирали те же огромные осколки, сколько эти валялись. Трубы и обломки на месте падения нашла и наша съемочная группа. Через 2 недели после последнего визита представителей Нидерландов. В течение года поисковики опрашивали жителей села. Но кто сбил самолет и будут ли найдены виновные, местные ответить затрудняются. Абсолютно ничего нового не скажут. Они уже все сказали, буквально через 5 минут, как самолет упал. И снова об издержках пропаганды. Российский телеканал неожиданно перепутал Путина с Гитлером. 8 октября в новостной программе 5 канала ведущие рассказали о премьере нового фильма о Гитлере, который вернулся в Германию. В эфир должен был выйти сюжет об актере, который сыграл роль диктатора, как он ездил по стране, не выходя из образа, и как его встречали простые люди, соскучившиеся по диктатуре. Анонс сюжета ведущие закончили фразой «Играли все это». И на телеэкранах появился президент России Владимир Путин, сопровождаемый подписью «Прогулки с Гитлером». Она исчезла через несколько секунд, но досадная ошибка, произошедшая по техническим причинам, быстро распространилась в интернете. Фильм казахстанского режиссера Ермека Турсунова «Жат» попал в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Пройдет ли «Жат» в следующий этап, станет известно в январе будущего года. Ермека Турсунова называют автором фильмов не для массового зрителя. Несмотря на это, его имя достаточно известно в стране. В последнее время кинорежиссер стал публиковать свои размышления о том, что происходит в Казахстане и какое будущее ждет страну. Наш корреспондент Дмитрий Беляков встретился с Ермеком Турсуновым и побеседовал с ним не только о кино. Сейчас не замечать того, что происходит в стране, нельзя. Уже волны пошли. Уже не то, чтобы там где-то зреет революция и так далее. Этого не было и не будет. Никто на площади не пойдет. Но просто общий настрой человеческий стал
намного хуже, я это вижу. Я по стране езжу, я по миру езжу, там меня казахи встречают, они же везде живут. И они читают мои материалы, я сейчас вот для власти пишу. И они все разделяют, они мыслят примерно так же, как и я. Я там Америку никакую не открываю. Другое дело, что когда речь идет о том, чтобы это высказать свое мнение вслух, вот здесь вот уже процент резко убывает. Это еще хуже, потому что разговоры перемещаются на кухню. А это мы уже проходили. А есть закон Токвеля, который говорит, революция случается не тогда, когда стало плохо, а когда было хорошо и стало хуже. А нам было хорошо какое-то время назад. Мы все тогда подкопили такой подкожный жирок. И сейчас мы его, значит, проедаем. Недолго осталось, скоро кончится. Сейчас казахи уезжают. Ну, это факт. 30% молодежи уехало. Я не говорю, что все плохо, но пусть едут, учатся. Это хорошо нам, что границы открыты. Образование получают. У нас же образования не осталось. Все куплено и продано. Но многие задают вопросы, когда я бываю за границей. Молодые студенты. Вот я сейчас в Торонто был, приехали из Монреаля. Человек 30 из Ванкувера, студенты из Казахстана. Поддержать там с флагами, с речевками, приятно. Так они меня спрашивают, возвращаться или нет. В Лос-Анджелесе я был, ко мне подходят. Иреке, нам возвращаться или не стоит? А что я им скажу? Я не Назарбаев. Этому народу ничего не надо, оказывается. Понимаешь? Этот народ пойдет на трансформеров. Он пойдет на аватар. Какой жад? Какой шал? Какой голод? Какая коллективизация? Какая война? Я потом читаю выступления каких-то наших депутатов этих, каких-то там политиканов, каких-то там, которые выходят на трибуны, там брызгают слюной. Язык, где наш язык, где наши национальные корни, а вот Аблайхан, а вот Абулхаирхан, да мы Джунгаров, а давайте возрождать, а давайте корни, где наши, где, а осмыслять историю, а голодомор, а война. Да, ребята, что ты орешь? Не надо спекулировать. Купи билет, возьми жену, детей, иди, я уже все рассказал. Едет миллион по Аль-Фараби, да, набитый вот этими, значит, отпрысками, которым, значит, вообще по барабану, значит, они закрыли всю трассу. Смотрите, у нас счастье, да, и все должны радоваться этому счастью. Кто-то в аэропорт едет, у кого-то там на работе горит, плевать. Но самое главное, они едут, они двигаются вперед, но задом, то есть жопой вперед они двигаются, понимаешь? Так и вот мы, вот наша страна, мы вместе со всеми двигаемся, куда-то в 50 самых развитых, но вроде бы мы пристроились, но все-то едут лицом вперед. А с нами что-то не то. Мы как-то как-то наоборот едем. И на нас так посматривают, ребята, вы с нами? Конечно, мы с вами, мы же с вами едем. Ну вот, может, вы как-то... Нет, нам так лучше, мы казахи. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.